Как-то раз в середине прошлого века в купе вагона первого класса встретились четверо путешественников. Немец, англичанин, француз и русский. Зашел разговор о языке. Немецкий язык есть язык науки и техники. На немецком языке писали великий Шиллер и Гёте, говорит немецкий путешественник. Вы правы, говорит английский путешественник, но весь свет, старый и новый, говорит по-английски. Это богатейший язык мира. На английском написаны гениальные произведения Шекспира и Байрона. На что в ответ скакивает французский путешественник и говорит: я ничуть не пытаюсь оспорить ваши доводы, месье, но я хочу напомнить, что французский язык – это язык изящных чувств, остроумных выражений, тонких намеков и ассоциаций. К тому же на нем писали Вольтер и Дюма. И вдруг свое слово замолвил русский путешественник. Господа, я, конечно, мог бы вам доказать, что русский язык является языком самых сильных крепких выражений. Я бы мог бы вам сказать, что это язык Пушкина и Гоголя, но я не пойду по вашему пути, а предложу вам одну задачку. Вот скажите, сможете ли вы на языке своего народа или на другом языке мира сочинить небольшой рассказик, слов эдак на 150-200, по всем законам жанра, с сюжетом, с завязкой, с развязкой, с кульминацией, и так далее. Но при одном условии, чтобы все слова этого рассказа начинались на одну букву. На что немецкий путешественник отвечает: рассказ на одну букву? Это же абсурд, это же невозможно, говорит англичанин. Месье, признайте, что вы пошутили, говорит француз. А вот на русском языке сие возможно, говорит русский путешественник. Вот назовите ко мне любую букву алфавита. Англичанин говорит, например, буква П. Прекрасно, превосходно, говорит русский. Итак, мы имеем в заглавии букву П. И наш рассказ будет называться «Первый поцелуй». Павел Петрович Петушков, проживающий по Петерговскому проспекту, получил по почте письмо. Прочитал. Писали: приезжайте, пожалуйста, Павел Петрович, поговорим, потанцуем, погуляем, помечтаем. Поскорее приезжайте. Подпись: Перепелкин П.П. Павел Петрович прибодрился, приоделся, причесался, поспешил поехать первым поездом. Повстречал Петушкова по-спиловски помещик Поликарп Прокопьевич Перепелкин. Поцеловались, присели. Прибежал плешивый племянничек Перепелкина Петруша. Поздоровались. Приплыла Пелагея Пантелеевна, порадовалась приезду Петушкова. Прилетела прелестная Полина Поликарповна, протянула пальчики, пришлось поцеловать. Поликарп Прокопьевич предложил Петушкову папиросы. Посидели, покурили, поговорили про погоду, про покосы, про политику. Потом пригласили пообедать. Первонаперво Петушкову предложили попробовать по-спеловски пельмени. Пельмени Павлу Петровичу понравились. Пелагея Пантелеевна пожелала поесть птичий печеночный паштет. Плешивый племянничек Петруша, причмокивая, поедал подовые пироги. Поликарп Прокопьевич похваливал петушиный плов. Прелестная Полина Поликарповна предпочла печеные пирожки. Пили померанцевую, привозной португальский портвейн. Произносили поздравления, приветствия. Почувствовав приятное просвещение, посидели, поикали. Прелестная Полина Поликарповна просматривала пронзительно, призывно. Потом придвинулась поближе, прошептала Петушкову: пойдемте погуляем. Пошли погулять по парку. Поначалу Петушков почитал Полине Пушкина, потом прелестница пожелала позабавиться пятнашками. Побегали, порезвились. Полина присела, посадила Павла Петровича, притянула, прозвучал первый поцелуй. Примчались Перепелкины, принялись прыгать, плясать. «Поженим, поженим!» — приговаривал почтеннейший папаша. «Поженим!» — пришептывал плешивый племянничек. «Поженим!» — пропела Пелагея Пантелеевна. «Поздравляю!» — прошептала прелестная Полина. Павел Петрович понял — попался. Петушков побледнел, подскочил, побежал прочь по парку. «Постойте, Павел Петрович, подождите!» — призывали Перепелкины. Петушков помчался пуще прежнего, подобно пуле. Проделав предлинный путь, Павел Петрович приостановился посреди пихтовых посадок. Приближалась полночь. Пожертвовав подаренными первоклассными полосатыми подтяжками, Павел Петрович повесился. Так закончил свой рассказ русский путешественник, и все его попутчики признали, что русский язык самый подвижный и самый богатый из всех языков мира.